мы находимся здесь фактически мы стоим на могилах первого городского кладбища, о котором будет рассказывать Михаил Борисович. Если не подъедет, придется мне опять вернуться назад. Вот. Кстати сказать, это кладбище было довольно большим, обширным. Вот здание военкомата, вот это здание, оно все находится на могилах фактически. Да. Вот. Но кладбище было закрыто в 1932 году. Закрыто, в принципе, по положительным причинам, потому что город рос. А по санитарным нормам кладбище должно находиться за пределами города. Расширять кладбище было невозможно, поэтому трехдневный срок всем велели родственников могилы перенести на кладбище, которое городское, где у нас тоже была экскурсия. Вот. По-моему, никто не успел, за этот срок не справился, но в основном справились здесь. Это в марте было, холодно было. Да, ну потом об этом забыли, что здесь кладбище, стали застраивать. Значит, церковь, естественно, какое-то еще время она еще держалась, в 1938 ее закрыли. Здесь размещались сначала мастерские, потом был гараж. Потом я еще помню, в 60-е годы, может кто-нибудь помнит, здесь был хлебозавод. И нас, первоклассников, водили на экскурсию, мы были безумно довольны, потому что запах изумительный, и давали нам пряники. Вот. Последнее, что было до церкви, сюда в начале, и вот немножко отвлекусь до последнего, в 70-м году власти неожиданно вспомнили про кладбище. Но вспомнили не потому, что им стало вот так вот жалко забытых усысольцев. Им стало жалко, что здесь забыты деятели советской власти. В первую очередь, кстати, дом Накаликова, чья могила находится здесь, она была снесена, так же, как все. Правда, и поставили такой памятник небольшой, но даже неизвестно, где ее могила. Вот. Кроме того, еще многих деятелей советской власти были здесь похоронены. Один из них, например, рабочий по фамилии Волков, он был организатор Морозовской стачки. Первый главный редактор Красной Печоры, одна из основателей комсомола Забоева, ну и так далее. И вот они, вспомнив про них, в 1971 году взяли это место под госохрану, как кладбище, именно старое кладбище взяли под госохрану. И решили как-то это дело увековечить. И по проекту Павла Резникова создали небольшой мемориал. Вот, может быть, кто-то его помнит, он еще недавно был. Вот он. Значит, да? Вот он. Так сказать, что от него осталось сначала, да? Вот. Ну, здесь на двух языках памяти многие поколения останется наше время. Наше время имелось в виду время гражданской войны, становления советской власти. Написано на двух языках. И плиты. Было 8 плит. На этих 8 плитах они из алюминия, и на них были выбиты имена от крупных деятелей советской власти, часть которых я назвал. Все 6 я уже не помню, вот только 3 назвал. Кстати, интересно, плит было 8, а имен было 6. Да. А 2 оставили на запас. Потому что решили, а вдруг мы вспомним, что еще кто-то там лежит. Да, что вдруг их на запас оставили, но запас так и не пригодился, потому что времена-то уже были другие. Мемориал открыли 4 ноября 1987 года. Понимаете, что, дата понятна, да? Это 70-летие Октябрьской революции, но с другой стороны, 1987 год – это самый разгар перестройки. И совсем другие уже стали меняться системы ценностей. И в 90-м году развернулась дискуссия, газета «Красное знамя» развернула дискуссию, кому должна принадлежать вот это здание церкви. Оставить здесь музей этнографии, а я, кстати, забыл сказать, что музей этнографии, он сюда был перенесен. И поэтому вполне нормально, что частью музея этнографии был мемориал. Вот этот. Он как бы был частью его. Либо ее все-таки передать церкви. Очень маленькая часть высказала за музей этнографии, подавляющее большинство сказало, надо вернуть церкви. Вернули церкви, было много очень споров, в том числе и с диспетчерами, потому что считали, что купол слишком высокий, почему-то будет мешать самолетам, пришлось его там уменьшать, его стали перестраивать. Но, сами понимаете, чем занялись? Занялись в первую очередь церковью. Вот. Церковь восстановили, там началась служба, он даже какое-то время был кафедральным собором.
потом уже стал главным, как бы самым главным у нас, потому что до Кочманска далеко, это все-таки поближе. Вот. Только потом, когда построили Стефановский собор, он стал, так сказать, самым основным. Здесь был благочинный, в то время еще не было епархии, а было типа как благочиние. Отец Иоанн был благочинным здесь священником. Вот. Шло восстановление, внутреннее все. Церковь заработала. А вот про мемориал, конечно, все забыли. Естественно, церковь не была заинтересована в том, чтобы поддерживать состояние мемориал тем борцам за ту власть, которая эту церковь закрыла. Ну, вот. Но где-то вот в нулевые, и в 90-е годы вообще было не до этого. А где-то в нулевые годы уже стали вспоминать, что, вы знаете, про этот мемориал, что он разрушен. В это время, значит, все плиты уже кто-то прихватизировал как ценный цветной металл. Вот эти алюминиевые плиты. Значит, бетонные плиты стали отваливаться, видите, они уже отвалились. Вот. Началась дискуссия, что вообще-то надо бы его восстановить. Но властей было не хватало средств на это. Во-вторых, надо сказать, что очень многие другие мемориалы находились в не лучшем состоянии. Вот еще добавлю, что церковь все-таки главную вещь сделала, она поставила крест. Вот. Вот крест — это в честь всех усысольцев, которые здесь похоронены. То есть это справедливое как бы такое напоминание, тем более, что, наверное, подавляющее большинство из них было православных. Это нормально. Вот. Например, вот к 2015 году надо было привести обязательно в порядок мемориал Вечной Славы. Он тоже уже был в таком немножко разрушенном состоянии, поэтому, естественно, все средства шли вот туда. Но когда его, так сказать, восстановили, вспомнили и про этот мемориал. Вот. И решили восстановить прямо практически как есть, даже не спросив. Но возникла такая парадоксальная ситуация. Одно дело, 1987 год, и когда мемориал деятелям революционного движения стоит на территории музея этнографии, и другое дело наше время, когда уже много переосмысленно, и мемориал находится на территории храма. Мы сейчас находимся на территории храма, это территория храма. И вот на территории храма должен появиться мемориал, посвященный, значит, деятелям той власти, которая, говорит, закрыла церковь и боролась с церковью, да, и, так сказать, уничтожала церковников и так далее. Вот. Но почему-то не развернули широкой дискуссии. Мне кажется, что можно было подискутировать. Как мне один из членов комиссии объяснил, для этого надо снять с госохраны, там юридические сложности, почему-то по ним не хотели идти. Знаешь, что я специально спросил, писал в этом материал недавно, спросил Рогачева, спросил отца Иоанна. Они оба высказались за то, что да, здесь должен быть мемориал в честь всех усысольцев и сыктывкарцев, которые здесь похоронены, но нужно ли выделять какую-то отдельную группу? Отец Иоанн сказал, что, может быть, стоит выделить строителей города, строителей храма, вот их, наверное, можно выделить отдельную группу. Но именно борцов советской власти, так сказать, не стоит. В общем, в результате решили, что будет это как какую-то золотую середину, что это будет действительно мемориал всем, но вот все-таки сохранение вот этой вот части. Поэтому вчера как раз состоялось заседание комиссии. Сначала первое заседание комиссии пришло к выводу, там был представлен только один проект, он никому не понравился. Вот вчера прошло заседание, вот так вот архитектор Романов, вот примерно так вот будет выглядеть, предполагается. Это когда это будет? Ну, главный архитектор Рунг сказал, что в следующем году будет подготовлена документация, а потом будут изыскиваться средства на... Как я понимаю, ну, бюджет еще не принят на следующий год, но, как я понимаю, на восстановление мемориала пока еще не собирается закладывать. Но и спрашивает... Ну, вот. С другой стороны, у меня пока еще и некого спрашивать, потому что у нас еще мэра нет. И он раньше 15 марта не появится. Вот. И таким образом, значит, вот то, чем закончится. Так, сколько у нас времени? Пожалуйста, вот эта вот надпись, которая тут на снимке. Ее что-то не видно или нет? Нет, ее содрали все. Она же вся из металла. Понятно. Вот. И поэтому те, кто захотел прихватизировать, тот прихватизировал.
Смысл, почему кладбище именно здесь? Видимо, большая территория была, по 150 лет. Ну, вы знаете, когда город, когда был принят Сыктывкар, УССР строился по градостроительному плану. Вот. И по нормам даже царских времен Екатерины II, полагалось, что кладбище должно быть обязательно за городом. В 90-е годы вот здесь решили, что вот как раз это была территория за городом. Кочман и все прочее, это все было пригород. Это не считался городом. И даже вот Кочманская церковь, если вы помните, когда шел разговор про храмы, вот, Михаил Борисович тогда не рассказывал про Кочманскую церковь. У нас была отдельная экскурсия. Потому что это не Усысольская церковь. Это уже чисто Кочманская. И вот это местечко, поэтому здесь 150 лет здесь людей хоронили. Вот, на деньги купца Суханова. Один из Сухановых был городским головой. И он, тоже, говорю, Михаил Борисович уточнит, кем он был, один из. И именно он, так сказать, выступил с инициативой. Сначала была здесь деревянная церковушка, а построить нормальный храм для отпевания покойников. То есть это была такая кладбищенская церковь обычная, как полагается. Построена была тоже в основном на его деньги. Это вот там, вот, если подойдете, увидите, там есть его, есть такая доска, которая, так сказать, ну, то, что название было, по-моему, назывался Храм Воскресения Господня. Но это, в принципе, понятно, так, как правило, кладбищенские храмы и называли. Вот. И все захоронения проходили здесь. Значит, ну вот что я сказать, что 150 лет это все, так сказать, было все нормальным, пока вот, говорю, город не стал расти, и кладбище оказалось. Вот. Церковь, насколько я помню, ее передавали сначала обновленцам. Помните, были такие, там вообще, как сказать, борьба с религией велась такими сложными путями. Не прямо там запрещалось, а сначала появились обновленцы, которые признали советскую власть. Большинство прихожан, так сказать, обновленцев не признало, оно молилось по-старому. Вот. Советская власть поддерживала эту обновленческую. В конце концов, ну, 30-е годы решили, что нам вообще никакая церковь не нужна. Ну, разрешили, конечно, как бы официально была она разрешена, не запрещена. Но осталось только в Кочпане для самых таких людей, которые, ну, наиболее преданных, наиболее верующих. Вот моя бабушка, например, до самой своей смерти, умерла, она ей было 78 лет, она до самой смерти ходила пешком в Кочпан. Автобусов же не было. Автобусов не было, ничего не было. Потом ходила семерка какое-то время, вот, но это было довольно далеко. Вильгарта пешком ходили. Да, от Вильгарта и от центра города. Вот. Поэтому открытие вот этого храма, оно, конечно, сыграло очень, так сказать, важную роль. Люди, верующие, получили возможность второе новое открытие храма. Ну, про то, как трагически сложилась история Кочпанской церкви, мы тоже знаем, кто-то был в Кочпане, помнит эту историю. Вот. Ну, а в конце концов говорю, что вот до 1971 года про кладбище не вспоминали. А здание использовалось, так сказать, как только возможно. Гараж. Нет, там, еще раз говорю, там было разное. Был склад, мастерские, гараж. Самое для меня приятное воспоминание — хлебозавод. И, по-моему, там тоже было. Не было, Склад, да? наверное, Склад был только. Склад был, да. Но это я что-то в памяти моей осталось, что где-то здесь был, да? Да, ну, может быть, да. Я это сам. Вот. Ну, и, наконец, до церкви последнего, говорю, это музей истории и историографии. Кстати, когда развернулась дискуссия, аргументы сторонников, что нам музей-то тоже нужен. Но с другой стороны, под музей-то можно приспособить любое здание. Вернее, отдел истории, я не точно выразился, это был не музей истории, это был отдел историко-краеведческого музея этнографии историко-краеведческого музея. Для него можно найти другое, и его нашли, как мы знаем, находится на улице Коммунистической, и, так сказать, и все. И, Там несколько зданий. Да, несколько зданий, так что все нормально. А для церкви надо либо строить новое, либо, так сказать, восстанавливать то, которое есть. Поэтому вот было решено вот такая... Поэтому, ну, на мой взгляд, победил здравый смысл. Что логически это так. Как не относиться к религии? Я сам, например, не православный, не верующий, но я понимаю, что люди имеют право верить в то,
кого не хотят верить, если это им помогает жить и умирать в том числе. Вот. Но она функционирует уже не как кладбищенская. Функционирует. Там акустика такая хорошая. Да. А в то время вообще, кстати, строили с отличной акустикой. И как-то умели учитывать акустические. Не знаю, почему в советское время разучились, потому что музыкальный театр, например, там акустика ужасная. А филармония еще хуже. Филармония еще хуже, да. Потому что в муз-театре это что-то такое. Альфия Каратаева пела на день автомобильного транспорта в гараже Минздрава, в боксе. Представляете, какая там акустика хорошая? Я совершенно в другом свете ее увидела, услышала. Вот в театре совершенно она не так звучит. А тут именно вот и мужики прям никто не выходил, не уходил. Вот ждали до конца концерта, слушали. Ну вот есть одна надежда, что все-таки я говорил, что тогда, когда мы проводили летом экскурсию истории муз-театра, я тоже на такой пессимистичной ноте, что проект принят эскизный, а денег не выделено даже на... Ну вот, нет, деньги выделены, только не на строительство пока, а только на проектно-сметную документацию. Но это хоть какой-то шаг вперед, потому что, ну вот, мое мнение лично, что если в Сыктывкаре построить хорошую набережную, заменить здание муз-театра на нормальное, красивое, а не то уродство, которое есть. И, так сказать, то есть все, что запланировано, 3 вещи запланированы сделать. И центральную часть города, вот где Октябрьский проспект, проезд, Нагорный проезд и улица Орджоникидзе, снести эти деревянные дома и построить нормальные многоэтажки, хорошо бы со скверами. Я эту мысль хотел донести до Гапликова, но он меня резко перебил и сказал, там, это когда было якобы обсуждение. И еще вообще, так сказать, влез не в свое дело. Нет, не в том дело. Он, кстати, Денег же нет на все. Нет, если бы. Вопрос был не в деньгах и не в этом. Просто я до этого Надоел. Другой вопрос поднимал. Нет, просто до этого, просто там все были люди по спискам, а я без всякого списка прошел. Меня пригласили как журналиста, а я зарегистрировался как сыктывкарец. И потребовал, чтобы... А мне сказали, а у вас списки нет. Я потребовал, нет, занесите. Вот. А потом, когда все поднимали руки... Это можно не записывать, Макс, это мы ждем просто пока. Вот. Ждем просто, пока Михаил Борисович подойдет. Ну вот, ну поскольку там выдавали, приглашали, оказывается, были общественные слушания, думаю, ну, раз общественные слушания, почему бы мне не прийти и не сказать свое мнение, что у нас не хватает парков и скверов. Вот, и предложить несколько вариантов, где можно сделать еще скверы.